Это нам всем известно, что само название племени Пелазги и Лазги, Лезги, они имеют одинаковый корень. Лаз, лез, лаз. Этот корень происходит от слова лаз, белизна, лацу, белый. То есть тогда, в древние времена, народам дали название по цвету лица. Например, финикийцы, это по-гречески фойники. Фойники означает смуглые, коричневые. А этруски, это священные, русские, русые. Русые, расу. На лезгинском языке расу, а на гельханском говоре русу. Мне кажется, и слово русский тоже происходит от слова русу, расу, то есть русый человек. А этруски это священные русые. И, по-моему, и Пелазг, и Лазг, это тоже имеет значение, тоже имеет отношение к цвету лица. То есть это светлый, свободный, открытый. Мы иногда говорим, что слово лезги относится к племени лет, то есть исходя из орел. Мне кажется, более подходящим это лаз. А что означает слово буква Г? Лазг. Что такое буква Г? Вот на лезгинском языке буква Д в ахтырском диалекте переходит на З. Например, Качузай, Гузай, Полкам Заллаз. То есть они букву Д переводят как З. А пелазская буква Д переходит на греческий язык, переходит в букву Г. Не З, а букву Г. Например, на греческом языке хирург, это означает руками делать. Хир, это греческий хирус, рука. И ургун, делать. Вот ург, это есть лезгинский урд. Это древняя форма современного аурд. Вот хиль, урд, это означает руками делать. Буквально на лезгинском языке можно обосновать происхождение слова хирург. И еще есть демиург, это создатель мира. Демиург, Денеурд, Дюнеурд, тоже имеется вот такое название. То есть вот это родство пелазского и лезгинского языков позволяет нам найти название всех этих 45 рисунков. Вот этот рисунок называется «Бегущий человек». А бегущий человек на лезгинском языке «гату» – бегать. А этот дают слог «лу». Оказывается, на гельхенском говоре «лулу» – это нормальная ходьба человека. «Шлу» – это не нормальная ходьба, а «лулу» – это нормальная ходьба. То есть это нормальная ходьба человека. А вот это многие исследователи, они относят его к филистимлянам, то есть к народам моря. Они имеют вот такие формы, но что означает, какой слог дают и чему соответствует этот рисунок, никому не известно. Вот эта голова дают слог «хи», а вот это второй рисунок дают слог «ра». Я сначала подумал, что это может быть фараон, имеющий такую форму, но только берется не первый слог, а второй слог. Нет, оказывается, на гельхенском говоре это рагай, посланец, от слова ракун. Они говорят аял мехтеб дизрах, то есть ребенка пошли в школу. Пусть ребенок пойдет в школу, ра говорят. Вот ра, от слова рагай, этот рисунок дает ра. Вот третий рисунок дает слог ци. На лезгинском языке есир. Оказывается, на пелазском языке
он имеет форму цир, дает слог ци. А это ребенок. Вот маленький рост, и особенно передняя часть вот этого мальчика хорошо объясняет, что это мальчик. Но это мальчик дает слог ги. А га получается добавлением черточки внизу вот этого рисунка. То есть некоторые рисунки на фесском диске, вот видите, здесь это слово бегле, б, не имеет нижней черточки, а здесь это имеет нижние черточки. Здесь тоже, если нижняя черточка, это читается как га. Следующий рисунок, это женщина. Женщина на лезгинском языке хунуб, но это дает слог ху, не ху, а ху дают. А хунул это на даргинском языке женщина. Это дают, исследователи дают этой фигуре разные значения. Некоторые обозначают женской грудью, некоторые колпаком, некоторые шалашем. А это действительно дает слог а. А на герханском говоре соответствует слову алуф. Это шатер, это палатка такая. А это дает слог бе, бегле и так далее. Все эти рисунки имеют свои лезгинские названия. Ца – это цапан, ми – это мех, дает ми, чу – это чумарок, это лук, это у – это ур, это колесо, или урак – это, как это называют, а это ху – хус на герханском говоре, это ножны, куда вставляют кинжал. А это вук или вик, ярмо, тоже понятно. Это наджах, дают слоган на лезгинском языке наджах. Это арш, это такая емкость, изготовленная из рогов, из рог. Его наполняют или жиром, или маслом, или творогом и берут на полевой работы. Обычно вот такое орудие, вот такой предмет, они берут вместе с маслом, берут для смазывания колес арбы. А это мадвар, который помешает запутаться канату. Это цекур, угол. Это чхель, развилистая палка. Это ге. Интересно, что на древнегреческом языке это называется герана. И такой же формы имеет это слово на герханском говоре. А современный лезгинский это гечин, все равно дает слог ге. А это гребень. На лезгинском языке жга или жага, а на пелазском языке дают слог за, очевидно зага. А это корень на лезгинском языке дувул, тувул или дивул. Это разные диалектные возможности, диалектные формы, разновидности этого слова. Это хаса, опора. Это менгер, дом. Я сначала подумал, что это мегарон. Есть в хуритском языке мегарон – это основная часть дворца. Я думаю, что дают слог ме, и можно назвать его мегароном. Оказывается, менгер – это на герханском языке внешний вид дома, а тенгер – это внутренний вид дома. А это корабль. Я не знал сначала, как называется корабль на лезгинском языке. Мы обычно его геми называем, а это, по-видимому, это не лезгинский, а заимствованное слово. А герхенцы это называют неж. Не это корабль, а это карч, рога. А это тагар, это мешок из целой кожи. Это кур, копыта.
это Вашах или Машах. Вашах, Машах, они диалектные разновидности слова рысь на русском языке. Это самгал, то есть это дойная овца. А это карт. Дают слог ка. А это тштур, дают слог ту. Вот в литературе это называется сидящий голубь. А это птица называется вообще. А это называется рыба. А может быть это рыба, название какой-то рыбы, то есть не такое общее название, а конкретно название какой-то вид рыбы. А это или может быть голубь, или может быть другой. То есть нами эти названия, эти рисунки уточнены. То есть это не голубь, а именно туртур, перепель. А это козри, это рыба. На лезгинском языке козри это большая рыба, кезри это средний, а козри мелкие рыбы. А это цак. Сзади сидит буйвол. Буйвол называется цак, это на горханском говоре. Кстати, слово барцак это означает балцак, то есть балацак, буйволенок. Ки это кипарис. Кипарис на пелазском языке кипали называется, дают слог ки. А это ги, это очень интересно, на горханском говоре гирш это сорт пшеницы без осей, без ости. А это акалан, вешалка. Вот интересно, вот этот рисунок тоже. Это самая примитивная форма вешалки. Берут ветвь дерева, срубают боковые ветви так, чтобы там остались наконечник, то есть они как остались как крючки. И его вбивают в стенку. И на боковых крючках ввешивают одежда. Вот это самая примитивная форма вешалки. Акалан называется. А это ромашка. На лезгинском языке рехем. На герхенском говоре. Это нихи, земляника, цвет земляники. Правильно, на литературном лезгинском языке нехи, а мы на кубинском наречии называем нихи. Кекер – это бедра. Хюр – это бассейн. Ругун – это молотильная доска. Ку – это символический знак у хуритов, обозначает страна. А нижней черточкой, вот эта страна с нижней черточкой, вот, страна, этот текур, нет, другой. Нижней черточкой дают слог хы, это хозекар, от слога хы. А это я, это как тормоз. Вот с движением вот это впадает в вращающие колеса, и колесо не вращается. А это син, волна. То есть все эти 45 рисунков, они имеют свои названия на лезгинском языке. Из первых слогов этого названия складываются слова на фесском диске. Из этих слов предложения, из этих предложений весь текст на первом и второй сторонах этого диска. То есть то, что неизвестно в настоящее время, все это объясняется по этой дешифровке. Неизвестно что. Какая сторона из этих сторон является первой, лицевой? Неизвестно до наших исследований. Как читается надпись? Это с края к середине или с центра к краю? Тоже неизвестно. Неизвестно, какой язык является родственным пелазскому языку. И на каком языке написан вот этот текст. И что означает этот текст. И еще, чему соответствует вот эта нижняя черточка? Почему вот эти нижние черточки? Вот я могу показать такой рисунок.
вот на первом рисунке вот это А, это слог А, не имеет нижней черточки. Читается как аси. А здесь она имеет нижние черточки. Это читается как аси. То есть добавлением нижней черточки получается другой слог, который ближе к данному слогу, но отличается. Другой слог получается. То есть, чтобы не придумать другой рисунок для а именно при помощи вот этого рисунка и нижней черточки получается новый слог. Здесь кипарис это ки дают, а здесь ки дает нижнюю черточку и соответствующий кю. Это кючугаз. Кючугаз. А здесь карч. Ка дает слог. А здесь это дает ка. Какаурай. И очень интересный еще один момент. Вот в центре, вот в этом слове, наверное, сначала это слово состояло раз, два, три, 4 рисунков. И отсюда выделено вот это слово. Но потом исправлено. Сюда втиснуто еще и 5-й рисунок. Что это означает? Вот 5-й рисунок это тот же самый ра. Вот эти рисунки читаются как а, ха, ки, ху. Это вот, женщина дает слог ху. Агаки хуй. Но здесь хуй зачеркнуто, потом добавлено рай, хурай. То есть такая тонкость лезгинского языка сохраняется в пелазском языке. На лезгинском языке это хуй, это обозначает пусть будет сейчас, в данный момент. А хурай это вообще везде. Вот такая тонкость сохраняется в пелазском языке. Это неоспоримо доказывает, что пелазский язык так близок к современному лезгинскому языку. Кроме того, на лезгинском языке 3 буквы К. Это придыхательный К, непридыхательный К и аббреватив К. Первый слог К с придыхательным К получается от карч, рог, на лезгинском языке. А второй слог К с придыхательной буквой К получается при помощи карт, сокол, на лезгинском языке. А К это получается при помощи казри. То есть как в лезгинском языке, так и в пелазском языке отличаются друг от друга придыхательный К, непридыхательный К и аббреватив К. Вот это еще раз показывает, что этот язык как ближе к современному лезгинскому языку.